Накануне в актовом зале Медакадемии Кыргызстана имени Исаака Навича Ахмубаева прошел традиционный курсантский бал с участием преподавателей и студентов двух вузов КГМА и Военного института вооруженных сил Кыргызской республики имени Героя Советского Союза генерала Калайнура Усимбекова. В ходе мероприятия студенты-преподаватели, офицеры и курсанты станцевали широко известные вальсы и другие танцы прошлого периода, а также военных лет. Ректор КГМА профессор Индира Кудайбергенова тепло и сердечно поздравила участников курсантского бала. Сегодня бал, и ректор нам объявил раздолью начала. Все шары и кружева мелькают эполеты. Мазурки музыка звучит, ее сменяет вальс. Объявляется торжественный выход их величеств. Всем встать! Поздравительное слово предоставляется ректору Кыргызской государственной медицинской академии, доктору медицинских наук, профессору Кудайбергеновой Индире Орозбаевой. А также слово предоставляется начальнику военного института вооруженных сил имени Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Калайнура Усимбекова, полковнику Шаршембиеву Руслану Ирсалиевичу. Спасибо большое. Я хочу поздравить сегодня офицеров с тем днем, который предстоит нам завтра праздновать. И мне бы отметить хотелось, что мы уже третий год, 3 года подряд встречаемся с этим знаменитым институтом. И, честно говоря, первое время, когда мы начинали, было какое-то сомнение наших вот этих вот взаимных отношений. Мы переживали, как это будет проходить, но после того, когда первый бал прошел, потом пошел бал на площади, наши девочки вместе с вашими курсантами танцевали, выпускной бал был, да, тогда было просто здорово и шикарно. И мы тогда впервые увидели, насколько могут дружить не только вот наши дети между собой, но и преподаватели, потому что наша военная кафедра подтянулась, стала более активной, наверное, благодаря вам. Еще раз всех поздравляю. Мальчиков, ну что я могу мальчикам в день такое сказать? Пусть девочки вас любят, оставайтесь такими же красивыми, мужественными мальчиками. Большое спасибо за предоставление слова. Я хочу сказать, выразить хочу свои эмоции. Зайдя в вашу прекрасную академию, поднимаясь по лестнице, чувствуется тепло, доброта. А зайдя в этот прекрасный зал, чувствуешь праздничную атмосферу. Такие прекрасные девушки, такие преподаватели. Само собой, настроение поднимается и чувствуется наступление праздника Дня Защитника Отечества. Как вы знаете уже все, наверное, что День Защитника Отечества, это уже на сегодняшний день является всенародным праздником. Каждый гражданин нашей страны, независимо от пола, он является защитником своей Родины, защитником своей семьи, защитником своих родных и близких. Поэтому мы вместе с вами стоим наравне по защите наших прекрасных рубежей. Хочу также сказать, что во время войны мы знаем очень много подвигов, где совершали наши медработники, работая в санчастях, в госпиталях, в сложных, тяжелой боевой обстановке, чего только стоит пример старшего сержанта Светличной, который во время боевых действий в окружении она на себе вынесла 47 бойцов. Одна хрупкая медсестра, она у нас в истории, она может быть для нас всех большим примером для подражания. Ну а наши, которые стоят курсанты, они уже через год, на следующий год, через год наденут офицерские погоны. Я хочу им пожелать, чтобы они эти погоны носили с честью, с достоинством, с гордостью.
каждый должен знать и понимать, что на наших плечах лежит большая миссия. Это защита наших родных и близких нашей страны. Спасибо. Это время торжествующей женственности, слоганами, кружевами. Ни один танец не требует такой страсти осанки, горделивости и собранности, как вальс. Во время шествия под торжественно-фанфарную музыку гости показывали себя, свой наряд, светкость манер и благородства. Это время бравой мужественности с блестящими эполетами, белоснежными перчатками и элегантным взором курсантов. Ах, душенька, как же я ждала этот бал, ведь это первый бал в моей жизни. А моя мама писала, что там можно будет встретить своего суженого. Да? Девоньки, минуточку внимания. До бала остались считанные минуты. Мы не должны уронить честь нашей академии. Повторим. Бальный этикет. Правило первое. Правило первое – это очень вредное – не ездить на бал, когда ты его заслужила. Нет, это правило сказки. А первое, что мы должны знать о бале, это кто на нем главный. Императрица Индира Урузбаевна и ее гости. А другое правило, без чего не следует являться на бал. Ну, конечно же, без перчаток. И еще стоит помнить непременно, никогда не приглашайте кавалера. Так, пожалуй, весь вечер просидишь. Так и всю жизнь можно просидеть. А если вас пригласил кавалер, поблагодарите его реверансом и запомните весь танец. Все запомнили? Да. Лучше записать бальную книжку, а не надеяться на женскую память. После приглашения сделайте реверанс и положите ваши пальчики на руку, а не весь ваш вес. А если понравился кавалер? Говорите языком веера. Обмахиваться открытым веером значит вы заняты. А если веер закрыт? А если веер закрыт, значит он вам не безразличен. На сегодня достаточно. А теперь отправляйтесь в свои дартуары и подготовьте свои наряды. А теперь под бурные аплодисменты встречаем вальс.
танцевали. Это так красиво было наблюдать. Как ловко курсанты военного института вели своих прекрасных партнеров в танцы. А наши леди из медицинской академии взаимно отвечали, следуя за сильной рукой. Граф, а вы слышали, что и у нас в медицинской академии есть военная кафедра? Так вот, студенты нашей академии подготовили танец третий под бурные аплодисменты. Теплое место на улице ждут отпечатков наших ног. Звездная пыль на сапогах. Группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне не остаться в этой траве, не остаться в этой траве. Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне вечно платить, но я не хочу победы, любовь все равно. Я никому не хочу ставить ногу на ногу. Я хотел бы остаться с тобой, просто остаться с тобой.
Здравствуй, душенька. Какой чудесный нынче бал. Вот полковник Душка со мной мазурку танцевал. Взгляни направо, дорогая, стоит профессор-офицер. На нас он смотрит, не мигая, ну просто чудо говоря. А вот она мужчина Криса, ты забывать сегодня им? А мы с тобой, милый Кандышин, себя в обиду не дадим. Вот такие разговоры случались на балах. Ведь бал это не только танцы, но и манера общения. А сейчас минутка юмора. Встречаем бурными аплодисментами новых русских бабок. А я иду такая вся, Дольче Ты что тут метешь? У меня беда. Чего беда? Опять что ли? Опять беда. Вот смотри, что делают. А? На сколько? На 1,5 года. Что на 1,5? На 1,5 года моего внучка Митька забирают. Чего ты? Я-то думала, акциз на водку подняли. Чего ты разрался? Радоваться надо? Чему радоваться-то? Как чему? Из своего Витенька настоящего мужика сделают в армии. Чему научат его? Как чему научат? Кому-то научат. Стирать, убирать, готовить. Да там в армии нельзя. Да там в армии как за маленькими детьми будут смотреть. Кормить, да, спать уложат. А если пропадут, то найдут обязательно. Точно говоришь? Точно. А с питанием-то как? Ты меню знаешь? Меню? Меню как елка. Зимой и летом одним цветом. На первое вода с капустой, на второе капуста без воды, а на третье вода без капусты. Шучу, понимаешь? А я думала, гуляш, бешбармак. Гуляш без формат. Хочешь ешь, хочешь не ешь. Да, я думаю, посылками тогда передавать ему надо. Да, надо. Дедам-то надо чем-то питаться. Там деды есть, говоришь? Да, у меня есть. Может, тогда я вместо внучка пойду? Может, закатываю какого-нибудь динозавра? Не деды? Ой, не деда, а деды. А их там умы и разум учат. Разум учат. Вау, как интересно. А вот. Слушай. А вот слушай еще. Вот слушай. У тебя же все родственники военные, правильно? Да, правильно. Вот какие у нас почетные войска в стране? Элитные, естественно. Какие элитные? Скажи мне, пожалуйста. Ну, например, возьмем КГБ, ФСБ, Нацгвардия. Все? Нет, есть еще суперэлитные. Какие? ГАИ. А
Вот каждый солдат должен что-то уметь. Что он должен уметь? Он должен пройти курс молодого бойца. Курс молодого бойца, говоришь? И можете меня научить? Я свою внученьку научу. Может, он подготовленный пойдет. Ладно, научу. Начнем. Начнем со строевого. Да. Равняйся, смирно. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. На месте стой. Отработаем отдание чести. Струю. Где нужно честь отдавать? Струю. Может, тогда я серьезно вместо внучки пойду? Как думаешь? Что ты тупишь? Что ты тупишь? Смирно. Равняйся. Шагом марш. Ах ты балда такая, я сейчас... Essa profissão das minas. Abusada. Precious when you smile. Baby, you don't know that can drive you wild. Güldür 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 dıştan gizli. Aslında bir kuş taşı uçtan gizli.
Одежды роскошью блестели и лица свежей красотой. Классические танцы всегда являются украшением любого бала, и это офицерский вальс. Сейчас свое поздравительное слово и песню нам хочет подарить курсант Военного института вооруженных сил имени Калайнура Усенбекова. Встречаем аплодисменты. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү салтанаттуу катышуучулары. Биринчиден сөзүмдү баштаардан мурун Кыргыз мамлекеттик академиянын жалпы жамаат алардын ичинен мугалимдерге ушундай майрамдык кечени уюштуруп бергениңиздерге терең ыраазычылык билдирмекчимин жалпы курсанттардын атынан. Экинчиден ушул мекен коргоочулардын күнү менен ушул жерде майрамдык маанайда отурган курсанттарды жана студенттердин баардыгысын майрам менен чын жүрөктөн куттап кетмекчимин. Кыргызстаныбызда тынчтык болсун, асманыбыз ачык болсун. Чоң рахмат. Курсанттар, гип-гип.
Аплодисменты у вас. Господа, я думаю, после такого офицерского белого танца ваш круг общения на волну расширился, и мы можем поиграть. Это танец, который может закрутить вихрем и подружить незнакомых людей. В вас есть столько нежности, мечтательности и грациозности. Игра называется «Рождение танца». Очень просты. Все начинаете танцевать, а после слов «смени пару» необходимо сменить своего партнера и снова продолжить танцевать до следующей фразы. Число танцующих нарастает, и, наконец, танцуют все гости бала.